Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Лина Зинатульна и о картине дня. На 12 лет лишиться свободы может 22-летний водитель «Лады Приора», который сегодня рано утром сбил мужчину в Казани. Пешеход переходил проспект Победы на перекрестке с улицей Ломжинская. Он шел по зебре, но на красный сигнал светофора. Водитель «Лады» значительно превысил скорость. Мимо камеры видеофиксации он проехал со скоростью 135 км в час. 22-летний водитель автомобиля «Лада Приора» на перекрестке Ломжинская, проспект Победы, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на 68-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулированному пешеходному переходу на запрещении сигнала пешеходного светофора. В результате ДТП пешеход получил травму, скончался на месте происшествия. Удар был очень сильный, мужчине оторвало ноги, он скончался на месте. Как сообщили в ГИБДД, водитель был нетрезв. По предварительным данным, перед тем, как сесть за руль, он отмечал рождение ребенка. Права получил в феврале этого года. Все подробности этого и других происшествий смотрите сегодня в программе «Вызов 112» сразу после вечернего выпуска новостей. В Казани участились случаи наездов на пешеходов. За эту неделю уже 3 смертельных исхода и несколько серьезно пострадавших. Во вторник на Мамадышском тракте сбили 2. В результате 70-летняя женщина от полученных травм погибла. Как оказалось, дорогу она переходила в неположенном месте. В тот же день на этой же дороге сбили 42-летнего мужчину. Его госпитализировали с травмой головы. В понедельник на Осиновской в результате наезда скончалась 88-летняя пенсионерка. Под колеса автомобиля на Октябрьской попала 79-летняя женщина. Дорогу переходила на зеленый сигнал светофора. Настоящую жару в республике обещают и синоптики, и коммунальщики. По прогнозам, в понедельник нас ждет плюс 26 градусов, а во вторник начнется отопительный сезон. Жаркие споры развернулись в соцсетях. Казанцы пишут: снова будем топить улицу. Задохнуться от жары можно, а еще и платить нужно. Не отложит ли старт отопительного сезона и почему такая жара – это еще не бабье лето, расскажет Вероника Гнундинова. У нас зимой национальная деревенская одежда какая? Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху. Так же, как и почтальону Печкину из Простоквашино, татарстанцам пришлось укутаться в теплые вещи. Правда, не зимой, а уже в начале сентября. Казанцы рассказывают, утеплялись как могли. Жилет одели, на шерстяных носках. Вот так кутались. Я за городом живу, у меня свое отопление. Все хорошо, спасибо, тепло. Уже включили, получается? Но у меня свое отопление же, да? Я дома была в кугуруме, в теплых носках. Дома прохладно у нас. Когда ложился в ванном, одеяле спал, как зимой. Тепло было. Детей одевать потеплее, носки на ночь одевать, укрывать их потеплее. Ну, надеемся, что в скором будущем уже тепло дадут нам. Тепло само придет в республику, фактически опередив коммунальщиков. Синоптики обещают резкое потепление уже в выходные. При норме для сентября 10 градусов в ближайшие 2 дня будет плюс 22, а в понедельник все 26. При этом ожидаются осадки, поэтому это еще не бабье лето, успокаивают в гидромедцентре. Этот период полноценным бабьим летом назвать нельзя, так как бабье лето – это все-таки период сухой, теплой погоды в сентябре, который наблюдается при антициклональной деятельности. А у нас, напротив, сейчас установилась циклоническая деятельность, то есть мы находимся под влиянием циклонов. В районах за прогнозом погоды, похоже, не следят. В 11 муниципалитетах республики уже начался отопительный сезон. Подать тепло в дома Казани планируют 20 сентября. Эта новость обрадовала не всех. Вот что пишут в соцсетях. Если запустят отопление, то потом наступит бабье лето. И еще неделю задыхаться в натопленной квартире, как в парилке. Вам нравится платить за отопление улицы? Мне нет. В прошлом году сколько недель отапливали улицу? Понятно, что холодно, но теплые вещи никто не отменял. У меня дома тепло, если еще отопление включат, задохнуться от жары можно. Свои вопросы и жалобы по поводу отопления татарстанцы сегодня могли задать в приемную президента России. Только за время нашей съемки никто не обратился. Видимо, с потеплением на улице у жителей отпали вопросы до похолодания. А что делать в жаркие дни тем, у кого начался отопительный сезон? Никто, наверное, не будет отключать, но другое дело, что может подача теплоносителя будет уменьшаться, чтобы не было духоты, подача давления уменьшается, тем самым будет падать температура, подаваемое тепло. В Госжилинспекции татарстанцев успокоили и рекомендовали наслаждаться теплом на улице. Старт отопительного сезона могут и перенести. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.
Масочный режим в Татарстане вводить не планируют. Он носит только рекомендательный характер. Как сегодня заявили в Роспотребнадзоре, ситуация с коронавирусом в республике стабильная. Рост заболеваемости идет, но резкого увеличения нет. За сутки выявлено 998 новых случаев. Ровно неделю назад было 700. В Татарстане пошел рост ОРВИ за неделю 19%. В течение месяца ждут грипп. Осенью, зимой все-таки будет держаться пока вот на таких, ну, скажем так, несколько высоких уровнях. Еще пара дней, и Татарстан перешагнет отметку в 1000 случаев ковид в сутки. По стране тоже идет рост. Сегодня уже почти 60 тысяч заболевших. В 11 регионах вернули масочный режим и вновь перепрофилируют больницы под ковид-госпиталя. В республике пока ношение масок будет носить рекомендательный характер. Те штаммы, которые на сегодня циркулируют, они иные, нежели чем те, которые были в самом начале пандемии. Да, действительно, заболевание протекает легче. Период выраженных симптомов, он также сократился. Вместе с тем, штаммы эти все-таки контагиозные и заразные. Но ситуация на сегодня полностью управляемая. Мы несколько увеличили коечный фонд. Но на самом деле увеличили мы его, по большому счету, из соображений доступности оказания стационарной помощи для населения. Растет в республике и заболеваемость ОРВИ. Среди татарстанцев в основном преобладает риновирус и РС-вирус. Есть единичные случаи парагриппа и аденовируса. Приход гриппа врачи ожидают в октябре, поэтому сейчас самое удобное время для вакцинации, говорят специалисты. Иммунитет формируется через 2 недели после прививки. Важно не тянуть с превентивными мерами тем, кто еще не защитил свой организм от коронавируса. К сожалению, старшее поколение по-прежнему менее активно вакцинируется, чем люди более молодого возраста, хотя для нас это кажется неправильным категорически, потому что основная нагрузка на здоровье с точки зрения потенциальных тяжелых последствий от ковида именно падает на наше старшее поколение. В школах работают утренние фильтры. За прошедшие сутки на занятия не допустили 256 детей. Классов на разобщение и закрытых учебных заведений пока нет. Те детки, у которых либо температура при фильтрах обнаружена, либо симптомы катаральных явлений. Всего же с нарастанием с 1 сентября не допущено до занятий 1493 ребенка. Сейчас в республике повторную вакцинацию прошли всего 475 тысяч татарстанцев. По словам руководства Минздрава, ревакцинацию проигнорировали 1 450 000 человек. Прививка от гриппа также доступна во всех больницах, педиатрических отделениях и в женских консультациях. Иван Сарафанов, ТНВ, Казань. 4 обновленных двора на 15 многоэтажек. Их сегодня посетил Рустам Минниханов. Это площадки на Пионерской, Кирпичникова, Попова, журналистов. В этих домах живут более 2000 человек. Теперь у них есть современная детская площадка, место для отдыха и занятий спортом. Президент пообщался с жителями и спросил, как им новый двор. Как программа меняет облик старых хрущевок и какие они на вкус, блины из рук президента, в репортаже Алии Харудиновой. Это вы сегодня или вы выходите здесь? Выходим, общаемся. Это хорошо. Это вы должны больше на воздухе общаться. Да и выходить во двор теперь одно удовольствие. О том, что эта территория преобразилась до неузнаваемости, жители рассказывают лично Рустаму Минниханову. Ее благоустроили по программе «Наш двор». Президент дает жителям свой наказ. Это очень красиво сделано. Это просто супер. То, что красиво, да, такого нет, это уже факт. Так что одна просьба. Работы по благоустройству начались в мае. После ремонта 4 двора соединены пешеходными дорожками. В каждом своя зона активностей. На Пионерской детская площадка, на Кирпичникова удобные скамейки и качели. На Попова и журналистов спортивные зоны. Решена и давняя проблема с ливневками. А еще появилось 70 парковочных мест. Какой был самый важный запрос от жителей, чтобы мы смогли вместить здесь какие-то функциональные зоны. Потому что было на этой территории, честно говоря, это просто кошмар. Это было темно, постоянно лужи везде скапливались, асфальт был полностью разбит. Сейчас жители могут передвигаться, вот мы с вами видим, по территории, по пешеходным тротуарам. И это очень здорово, что появилась такая связанность всего квартала. Пионер готов? Всегда готов. Вот и двор на улице Пионерской готов. Дома здесь появились в 60-е годы прошлого столетия. И капитального ремонта с тех пор здесь не было.
В честь праздника жители дворов приготовили блины в настоящей русской печи. Их отведал президент Рустам Минниханов и сам же угощал ими гостей. Мне все нравится, как вам сказать, все. И площадка детская очень нравится, спортивная, дети играют. Ну, что я могу сказать? Очень хорошо, очень довольны. Сколько кустов, цветов, деревьев, елочек. Ну, вот до мелочайшего все продумано. Дороги были, можно сказать, даже в ужасном состоянии. С колясками было тяжело проехать. Но вот сейчас мы даже в шоке от того, что вот такое благоустройство, все так красиво. Рустам Минниханов и сам в хорошем настроении. Видно, результатом доволен. А дети не упускали возможность сделать с ним селфи. Привет, Программа «Наш двор» реализуется 3-й год. В этом по Татарстану благоустроят более 1200. В Казани 266 дворов. На это из республиканского бюджета выделили 9 миллиардов рублей. Алия Хайрудинова, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. В Менделеевском и Актанышском районах сегодня прошли районные сессии, на которых выбрали новых руководителей муниципалитетов. В Менделеевске главой избран выходец из Набережных Челнов 35-летний Радмир Беляев. До своего назначения он год проработал в должности руководителя исполкома. Актанышский район возглавил 65-летний Ленар Зарипов. За его кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. Я бы хотел поблагодарить всех наших активных, неравнодушных жителей. Дополнительные выборы в муниципальный совет состоялись. Спасибо, что поддержали и поддерживаете наш курс на обновление и стратегическое развитие района и те перемены, которые реализуются на нашей территории. Хочу сказать слова благодарности за оказанное доверие. Да, впереди планов много, есть поставлены цели, поставлены задачи, которые необходимо выполнять во благосостояние населения Актанышского района всего Актаныша. Теперь у благотворительных организаций Казани появился свой общий дом. Здание площадью 500 квадратных метров открыли на Сеченова. Его сегодня после капремонта посетил президент Рустам Минниханов. В левом крыле здания расположился коворкинг «Доброй Казани». Работать здесь смогут и мамы детей с ограниченными возможностями здоровья. Пока родители будут заняты, с малышами занимаются волонтеры. По соседству с «Доброй Казанью» общественная организация ветеранов города. Рустам Минниханов отметил, деятельность НКО очень важна, а создание достойных условий для их работы – одна из приоритетных задач республики. Также президент подарил коворкингу транспортное средство для перевозки инвалидов-колясочников. Многие не знают, куда идти, как правильно сделать, как. Просто надо организовывать то, что вот такое место есть. Наконец-то у нас появилась крыша над головой. Здесь мы можем обмениваться опытом, проводить переговоры. Сегодня даже на открытии мы уже совместно с другим фондом наметили общий совместный проект и хотим подаваться даже на грант. Сегодня в Казани прошла церемония открытия «Добро-конференции». На одной площадке собрались 500 представителей центров общественного развития из 82 субъектов России, а также из Донецкой, Луганской и народных республик. Конференция будет идти 3 дня. За это время участники познакомятся с возможностями бесплатной социальной франшизы «Добро-центра». Узнают, как стать центром волонтерского развития в своем городе, найдут коллег и получат все необходимые ресурсы для дальнейшей работы. Организаторами конференции выступают Министерство науки и высшего образования России, правительство Татарстана, а также Ассоциация волонтерских центров. Цель проекта – создать не менее 1000 центров волонтерства по всей стране. Участников форума приветствовал Фарид Мухаммедшин. Наше волонтерское движение, оно проявило исключительную важность, необходимость, испытание в тот период, когда вся страна переживала и боролась с коронавирусом. Я даже для себя сказал, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы систематизировались, количество увеличили, и люди почувствовали, особенно пожилые, особенно люди, переболевшие этим коронавирусом, внимание со стороны нашей молодежи. Это действительно очень важно, очень значимо. И добровольчество, и в целом его развитие – это одна из, на мой взгляд, наиболее приоритетных статей, в которую нужно вкладывать и свои усилия, и свое время.
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью на Украине иерея Анатолия Григорьева. В зоне СВО священнослужитель из Татарстана оказался примерно месяц назад в составе добровольческих батальонов. Наша съемочная группа делала репортаж о сборах групп на специальную военную операцию, и он давал нам интервью. Глава митрополии отметил, отец Анатолий был верным сыном матери церкви и патриотом своего земного отечества. Ему было 45, и иерей был настоятелем храма Богоявления Господня в селе Исаково Зеленодольского района, который сам же и восстановил. В это воскресенье там пройдет отпевание священнослужителя. Дом-символ Залесного предложили разобрать на дрова. Одни считают, судьба объекта предрешена, другие предлагают сохранить украшение поселка. Что в итоге будет, читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня 100-летний юбилей отмечает Казанский государственный аграрный университет. Вуз был открыт в мае 1922 года и сегодня является одним из ведущих агроуниверситетов страны. Он стал кузницей кадров не только аграриев, но и руководителей нашей республики. Среди выпускников первый секретарь татарского обкома КПСС Гумир Усманов, первый президент Татарстана Ментимер Шаймиев и действующий Рустам Миниханов, а также многие министры и главы районов. В честь юбилея сегодня состоялся большой концерт. Также после капремонта открыли обновленное общежитие. Друзья-студенты из Кукмара и Аксубаева обустраиваются в комнате общежития университета. Второкурсники мечтают стать агроинженерами. У нас в республике сельхоз – это самая развитая часть, поэтому я решил пойти туда, где больше всего, перспективы больше. После капремонта общежитие официально стало домом студентов. В двух корпусах площадью 9000 квадратных метров полностью обновили жилые комнаты, мебель и душевые. Появились современные спортивные и актовые залы. Как в новых условиях чувствуют себя студенты, оценил президент Татарстана. Рустам Миниханов, будучи студентом этого вуза, тоже жил здесь. Очень красиво получилось. Ферму узнать сложно. 5 лет я здесь жил, учился. Вам хорошей учебы, успехов. Дальше будем также поддерживать нашу агропромышленную образовательную систему. Здесь все преобразовалось. И вот то, что здесь делается, большой пример для всех руководителей субъектов, что вот надо поступать, относиться к вузу, к аграрному вузу. Именно так. В комфортных условиях будут проживать 800 студентов. Дом студентов просто что-то с чем-то, потому что такого общежития, мне кажется, не было. Есть все условия для развития, для жития. Поменялось конкретно все. И секции, и комнаты, и коридоры, прям все новое. В год своего юбилея Аграрный университет принимает у себя участников всероссийского конкурса «Агро-НТИ». Показать свои научно-технические проекты приехали более 200 школьников из разных регионов страны. Ребят напутствовал Рустам Миниханов. Вы наше будущее, мы искренне желаем вам успехов. Очень хотелось бы, чтобы Казань вам понравилась. Вы как бы нас подталкиваете, но вот такие уже традиционные наши номинации. Роботы, беспилотники, космос, они идут и идут хорошо. Но идет вот эта новая волна. У нас уже появляется цифровая корова, у нас появляется цифровой доктор Айболит. Мы собираем конструктор, кладем туда землю, затем семечку. Казанская школьница Алина Кривель вместе с мамой создала обучающий конструктор. Таким набором с электронным микроскопом сейчас оснащают специализированные агроклассы. У нас внедрено это в школы Пускогорского района, Пестричинского района и Австроительного района. В дальнейшем планы увеличить количество агроклассов в Республике Татарстан и уже в дальнейшем по России. Сейчас в агроуниверситете учатся около 5000 студентов, в том числе и иностранцы. Специалистов готовят по 30 программам бакалавриата. Из стен вуза выходят дипломированные агрономы, инженеры-механики, экономисты, инженеры лесного дела. Почти 80% студентов – это ребята из сельской местности. За свой вековой юбилей вуз выпустил порядка 40 тысяч специалистов. Как подчеркнул Рустам Миниханов, диплом университета всегда был знаком качества. Вуз – настоящая кузница квалифицированных кадров, которые обеспечивают успешное функционирование агропромышленного комплекса нашей республики и в целом всей страны в целом. Это ведущие специалисты отрасли, ученые и управленцы. Последние 40 лет первые лица республики
выпускники нашего университета. Агроуниверситет – настоящая кузница кадров не только аграриев, но и руководителей нашей республики. Вот подборка фотографий известных выпускников. Здесь и первый секретарь татарского обкома КПСС Гумер Усманов, первый президент Татарстана Ментимер Шаймиев и действующий Рустам Минниханов, а также многие министры и главы районов. Не зря негласный девиз вуза «Сегодня студент, завтра президент». Сегодня на праздничном концерте Рустам Минниханов вручил сотрудникам вуза государственные награды. Сам университет получил орден за заслуги перед Республикой Татарстан. В целях обеспечения соответствия квалификации выпускников мировым технологическим трендам сегодня мы обеспечиваем подготовку по таким новым образовательным программам, как сельскохозяйственная биотехнология, автоматизация и роботизация, информационные системы и технологии, прикладная информатика и другие. Аграрный университет продолжает развиваться. На базе вуза разработана и реализована инновационная модель взаимодействия образовательных учреждений и бизнес-сообщества. Созданы уникальный учебно-демонстрационный и учебно-производственный комплекс. Сердечно вас поздравляем с этим большим юбилеем. Я думаю, что вы и вкладывали, и вкладываете большой вклад в науку, в сельское хозяйство. Поэтому республика наша и ваши выпускники, мы гордимся ими, и гордится вся страна. Доказали экспериментально, как говорится, теорию, и показали, что именно благодаря этим кадрам у нас Татарстан достиг выдающихся успехов в области сельского хозяйства. Университет выступает в качестве платформы для разработки, апробации и внедрения новых технологий. Только за последние 5 лет ученые вуза получили более 100 патентов на изобретения и полезные модели. Дмитрий Айрин, Адельмин Дубаев, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Алексея Песошина избрали председателем Совета директоров Татэнергосбыт. Заседание прошло сегодня, обсудили итоги работы за первое полугодие. Объем производства электроэнергии вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом долги по оплате за энергию снизились почти на 100 миллионов рублей. Зато выросли неплатежи у СНТ. Это 13,5 миллионов рублей. Как сегодня сообщили на заседании, в компании существует интеллектуальная система учета. Специальные приборы передают данные о потребленной электроэнергии дистанционно. Специалисты могут выявить несанкционированное подключение и воздействовать на потребителей-неплательщиков. Опасность условная, работа реальная. На Казань-Оргсинтезе прошли учения по ликвидации разлива топлива. Личному составу и экстренным службам пришлось устранять опасность и спасать людей. Как с этим справляются, следил Рамиль Галиулин. Тревожная сирена запускает слаженный механизм всех подразделений. Так, по сценарию учений в командный пункт поступает сообщение о разливе нефтепродуктов. Есть пострадавший. На место условной аварии прибывают сотрудники нештатно-аварийных спасательных формирований, а также профессиональные пожарные и медики. Счет идет на минуты. Опасную зону ограждают, пострадавшего выносят за ее пределы. Место разлива, чтобы исключить пожар, обрабатывают пеной. Задача в рамках учений была отработать, посмотреть и проверить комплектность всех сил и средств для выполнения плана ликвидации аварии. Безопасность без компромиссов – одна из ключевых ценностей компании. Тренировки с персоналом проходят регулярно. Не реже, чем один раз в месяц проводим учебные тренировочные занятия в периметре предприятия. А такие занятия проводятся раз в год. Эта проверка взаимодействия между ведомствами и внутренними силами самого Казань-Оргсинтеза показала, к внештатным ситуациям на предприятии готовы. Сегодня на базе Казанского института культуры стартовал хакатон «Цифровая арт-терапия». Проводится он в рамках международного форума «Казан Digital Week». На протяжении 2 дней участники будут создавать мобильные приложения, а после представят их экспертам. На хакатон заявились 30 команд. До финального состязания дошли только 12. Они из Татарстана, Москвы и Дагестана. Хакатон – это площадка, где тесно переплетаются цифры и культура. Он может стать хорошим стартом для программистов, дизайнеров, психологов, медиков, говорят организаторы. Победители получат денежные призы до 150 тысяч рублей. Их имена объявят 23 сентября на закрытии Казан Digital Week. Цифровизация – это сквозные технологии. И если уже сама себе говорит, что если это сквозные технологии, это везде. И в образовании, и в культуре, и в медицине,
и в системе управления. И Салаватом виртуально можно оцифровать. И реально, если на телевизионной картинке посмотреть, даже, может быть, непонятно, он оцифрованный поет там или настоящий Салават. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Далее рубрика «Смысла» с Тимуром Бекмурзиным и прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте, с вами Тимур Бекмурзин, и это рубрика «Смыслы» на ТНВ. Вы никогда не задумывались, почему, провозглашая правильные идеи, мысли, смысл которых нам, безусловно, хорошо понятен, мы не всегда, вернее сказать, довольно редко добиваемся нужного результата. Как говорил один киногерой из советского фильма, между пониманием и результатом пустыня Сахара. Приведу пример. Признайтесь, сколько раз вы слышали о том, что нам нужно мобилизоваться. Опять же, во всех смыслах. Перевести экономику на мобилизационные рельсы. Мобилизовать силы, людей, ресурсы. Я помню, что об этом говорили еще с 2014 года, когда против нашей страны стали вводить первый пакет масштабных западных санкций. Мобилизоваться и поставить на крыло 100% отечественный самолет. Мобилизоваться и наладить производство товаров народного потребления, собственного производства. Мобилизоваться, и все понимают, но пустыня Сахара. Сейчас время такое, ее быть не должно. Правильные призывы, за которыми следуют такие же правильные и, главное, быстрые действия. На этой неделе с очень уместной, на мой взгляд, инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал регионы не ждать указаний из Кремля, не ждать окончания специальной военной операции на Украине, а реально помогать стране и армии. В частности, Рамзан Ахматович предложил каждому главе российского региона подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы 1000 добровольцев для участия в СВО. Одним из первых эту инициативу Кадырова официально поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. И, к слову, сейчас в зоне проведения специальной военной операции находятся 2 батальона из Татарстана – Алга и Темер. Их поддерживают близкие, друзья и республика, в том числе и материально. Все татарстанские контрактники укомплектованы необходимым – амуницией, беспилотниками, тепловизорами. Вступил в силу указ президента Татарстана об увеличении единовременной выплаты до 360 тысяч рублей. И еще один момент. Говоря о самомобилизации, мы отчетливо должны понимать, что это касается не только непосредственной помощи военным. Экономический фронт также крайне важен. И люди на местах на самом деле это хорошо понимают. Нужно дать возможность им самоорганизоваться и проявить себя. Это была рубрика «Смыслы» на ТНВ. До свидания. Здравствуйте, в студии Гульшат Гельмуллина. Температура в республике начинает повышаться. Долгожданное бабье лето уже на подходе. Время новостей о погоде. Данил Мастер дарит скидку в 5% на заказ любой корпусной мебели до конца сентября. А если позвоните сейчас, то получите дизайн-макет мебели и выезд на замер бесплатно. Не ждите, звоните 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки в Бугульме, Бавлах, Знакаево будет облачно и пройдут небольшие дожди. Но станет теплее, днем температура повысится до 17 тепла. Потеплеет и в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Здесь до 18 градусов выше нуля и также ожидаются дожди. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачная погода, местами с дождем. Температура воздуха днем составит 17 градусов тепла. В Арске, Кукмаре, Балтаси облачно, небольшой дождь. Ночью 8 градусов выше нуля, днем ожидается около 16 тепла. В Болгаре, Держаном, Буинске небольшие дожди, ветер усилится. Днем температура повысится до 18 градусов со знаком плюс. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше прогнозируется облачность и небольшие дожди. Ночью около 8 градусов выше нуля, а днем воздух прогреется до 18 тепла. В воскресенье тепло, но не обойдется без дождей. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности и предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы в турецких лирах, китайских юанях и казахстанских тенге.
Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Благодаря свойству гармонизировать кровообращение, санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, улучшает самочувствие. Полезные свойства санчи проверены веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. 20 сентября 2022 года в аптеках Фармленд на санчи 20% скидка. Сайт sanchi.rf. В предстоящие сутки в Казани ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди. Ночью до 10 тепла, днем потеплеет до 17 градусов выше нуля. Магнитное поле Земли неустойчивое, что может стать причиной недомогания метеозависимых людей. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов, без боли и хирургического вмешательства. За 14 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Ост». Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Ост». Были бы оба сустава целы.